От социальных вопросов, защиты прав ребенка и уменьшения семейного насилия до соблюдения прав человека в дигитальной среде и цифровой безопасности. Такие приоритеты перед собой на новом посту ставит новый омбудсмен латвийского государства Карина Палкова. Менее недели назад ее в этой должности значительным большинством голосов утвердил Сейм, и вот какие цитаты озвучали накануне во время этого обсуждения. После долгого периода смуты и недоверия к этой институции в Латвии наконец-то появился новый общественный правозащитник. Первая женщина-омбудсмен сильная, современная, смелая, способная решать не только серьезные хозяйственные вопросы, но и столь же серьезно работать над вопросом прав человека. Такие напутствия, напомню, звучали от представителей разных политических сил. Большие надежды и у жителей Латвии. Обо всем этом поговорим с самой госпожой Палковой. Она наша утренняя гостья сегодня. Доброе утро. Лабрейт. Лабрейт. От первого лица. Я думаю, очень важно добавить еще одну цитату. Это уже с ваших уст. И накануне утверждения в этой должности, и в тех многочисленных интервью, которые последовали после этого, вы не раз подчеркивали, что одним из самых главных для вас сегодня является восстановление репутации омбудсмена и бюро. Почему это так важно начать именно с этого для вас? Kā jurists sāku ar likumiem. Ja mēs lasām tiesībsarga likumu, tad tur ir norādīts, ko drīkst darīt tiesībsargs un kādi ir pienākumi tiesībsargam. Un viens no pienākumiem ir, protams, aizsargāt un mērķiem katra cilvēka tiesības. Kādā veidā runāt ar deputātiem, pašvaldībām, valsts iestādēm, aicināt mainīt likumus, grozīt likumus, izdot kādus jaunus, lai primāri pasargātu cilvēkus. Man ir ļoti svarīgi, lai tiesībsarga, teiksim tā, ieteikumus ņem vērā. Ja tiesībsarga reputācija nav tik spēcīga, tad ir liels risks, ka tiesībsarga biroja, tiesībsarga mana ieteikumus neņems vērā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es nevarēšu pilnvērtīgi aizsargāt cilvēka tiesības, cilvēka pamatvajadzības, cilvēka vērtības. Tāpēc šis te reputācijas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs primāri, lai ļoti efektīvi, lai pēc iespējas ātri es varu aizsargāt, grozīt, lai cilvēkam ir labāk. Почему это так важно, отмечает наша утренняя гостья, поскольку главная задача на этом посту, естественно, это защита прав каждого жителя Латвии, каждого латвийского человека. Чтобы говорить в этой плоскости с самими жителями, особенно с чиновниками и политиками, от которых зависит принятие и пересмотр законов, очень важно, чтобы и сам омбудсмен, и руководимое им бюро имели вот этот авторитет. Потому что когда есть авторитет, тебя действительно услышат, подчеркивает наша гостья. До этого вы специализировались на медицинском праве, не раз приходили в нашу студию и, образно говоря, со скальпелем в руках осторожно пытались вскрывать все те наболевшие хронические заболевания и болячки системы как таковой. Скажите, недостаточное финансирование, фактически недоступность для многих людей в Латвии медпомощи – это нарушение прав человека? Šīs ir ļoti sarežģīts jautājums. Tātad mums faktiski gan satversmē, gan citos dokumentos noteikts, ka valstī ir jārūpējas par cilvēka veselību un jāsniedz neatliekama medicīniskā palīdzība, jeb tās minimumu. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir pateikusi, un arī Eiropas tiesa, ka valsts var ieguldīt veselībā tik daudz, cik tai ir budžets, tātad proporcionāli savam budžetam. Tas nozīmē to, ka ja valstī līdzekļu mazāk, tad var ieguldīt mazāk. Ja daudz, tad daudz vairāk. Bet kopumā valstī ir jānodrošina minimums. Un kas ir minimums, tad katra valsts nosaka to pati. Jūs redzat, ka mums ir šis minimums? Вы видите, что у нас этот минимум есть? Jā, es redzu, ka minimums mums ir, bet man gribās, lai ir vairāk. Man gribās, lai ir vairāk, jo cilvēka veselība, tā ir vērtība, un veselība jau nav tikai mūsu veselības stāvoklis. Tas ir par drošību,
Jo, ja mēs neesam veseli, tad attiecīgi mēs nejūtamies droši ne ģimenē, ne Latvijā, ne arī ārpus Latvijas. Tas ir par laimi, par labklājības sajūtu kopumā, tas ir par ekonomiku, par cilvēku kapitālu. Līdz ar to man šķiet, jo veselīgāks ir cilvēks, jo stiprāka veselība, jo vairāk mēs varam attīstīties kā valsts, kā indivīds. Tā kā, protams, veselība ir jāiegulda. Cik tas ir иеспējams, īpaši шобрид. Омбудсмен напомнила, что в Конституции записано, что каждый человек, живущий в Латвии, имеет право на медицинскую помощь, и обязанность государства прежде всего обеспечить то, что называется неотложной помощью. И что касается европейской практики, она показывает, что любое государство может вкладывать в систему здравоохранения столько, сколько позволяет ее финансовый кошелек, то есть возможности бюджета. И на мой вопрос, видит ли омбудсмен то, что у нас вот этот минимум существует, вы слышали однозначный ответ, да, минимум есть, но всегда нужно стремиться к большему, чтобы человек чувствовал себя защищенным и в этом вопросе. Скажите, а может ли вот этот момент фактической недоступности помощи, когда люди месяцами, а по некоторым диагнозам и специальностям больше года ждут вот этой оплаченной государством очереди к специалисту, манипуляциям, и порой даже не дожидаются стать предметом обращения, скажем, в Конституционный суд. Кстати, ваш предшественник, господин Янсонс, в этих вопросах, особенно в вопросах социальной защиты, не стеснялся открывать дверь высшей судебной инстанции. И там, например, даже, в частности, одно из последних решений, это 4 или 5 лет тому назад, признали необоснованным размер социальных пособий. Arī sarežģīts jautājums, ja? Šis nav sarežģīts jautājums. Viena no tiesībsarga funkcijām, ja uzdevumi patiešām ir vērsties Satversmes tiesā, gadījumi, ja iestādes neņem vērā tiesībsarga ieteikumus, un to es arī darīšu, jo Jansona kungs ir ļoti veiksmīgi realizējis šo attiecīgi uzdevumu, jeb funkciju, un mēs to noteikti turpināsim. Tas, ko es gribētu panākt, lai likumi tiktu uzlaboti, grozīti, daudz ātrāk, jo skaidrs, ja mēs iesniedzam tiesā, tas ir ļoti ilgs process. Man gribās, lai mēs neaizējam līdz tiesai un risinam ātrāk. Ja tas nebūs iespējams, ja neieklausīsies un mēs kā birojas redzēsim, ka tas kaitē cilvēkam, tad, protams, mēs vērsīsimies Satversmes tiesā un ne tikai. Итак, если рекомендации не будут учитываться, то действительно госпожа Палкова готова следовать примеру своего предшественника, господина Янсонса, и идти в Конституционный суд, чтобы там уже с теми же политиками решать эти вопросы, чтобы это в итоге не вредило, а наоборот помогало каждому жителю Латвии в медицинской сфере. Скажите, видите ли вы с высоты вашей новой должности общественного государственного правозащитника возможность, скажем, обратить внимание на дороговизну жизни и дисбаланс между расходами и доходами, особенно когда речь заходит о детских пособиях, мы знаем, сколько получают родители, размером пенсий, другой социальной помощи. Es domāju, ka visiem ir skaidrs. Вы хотели тяжело вздохнуть, да? Jā, es gribēju, jo tas ir budžeta jautājums, un skaidrs ir visiem, ka pabalsti, kas eksistē mūsu valstu un arī kaimiņu valstīs, nav pietiekami, nav samērīgi, jo dzīves līmenis aug. Un tas, ko saņem pabalstos un arī pensijās lielākā senioru daļa, nav pietiekama kvalitatīvai dzīvei. Tas ir skaidrs. Kā tiesībsargs, mans uzdevums būtu uzraudzīt, lai, teiksim tā, šie pabalsti ļautu dzīvot, un tik līdz būs arī sūdzības par pabalsta apmēriem un tā tālāk, noteikti rēģēsim. Bet tie ir tie sarežģīti budžeta jautājumi, kur ir politiska izšķiršanās, kur ir valsts budžeta jautājumi. Un kas ir vēl grūtāks, mēs dzīvojam, teiksim tā, sarežģītajā ģeopolitiskajā laikā, kur faktiski viss šobrīd tik likts uz drošību, kas ir absolūti pamatoti. Bet tam balansam ir jābūt, ir jāatrod. Cilvēkiem ir jādzīvot, cilvēkiem ir jāēd, cilvēkiem jābūt veseliem, bet viss šis prasa līdzekļus, un nevienmēr cilvēki saņem šo pietiekamo minimālo. Госпожа Палкова признает, что пособие действительно находится на недостаточном уровне. Большая часть таких доходов, пенсии, пособия, они несопоставимы с
ростом жизненных расходов, с ростом дороговизны. И задача и омбудсмена, и самого бюро, чтобы эти пособия помогали жить. Будут сомнения, будут вопросы, проблемы, будут и соответствующие обращения и заявления омбудсмена. Несмотря на то, что это очень сложный вопрос, комплексный вопрос финансов, где взять деньги, вопрос важный не только для Латвии, но и для других стран, отметила наша собеседница. Но даже в такой ситуации всегда можно и нужно найти баланс между тем, как государство тратит деньги и каковы его приоритеты. Насилие в семье – это то, о чем сейчас не только много говорят, говорите в том числе и вы, как об одном из своих приоритетов, что что-то необходимо делать, чтобы улучшить эту ситуацию. Но и нужно отдать должное и полиция, и законодатели, и другие вовлеченные стороны очень много пытаются практически что-то делать для улучшения ситуации. Вы считаете, недостаточно этого? Šajā jautājumā jāsaka, ka ar likumu viss ir kārtībā. Šobrīd mēs esam tik labi regulējuši šo jautājumu, kur ir problēma. Problēma ir mūsos cilvēkos, ka mums ir jāmaina tā kultūra. Ja ir vardarbība, tad par to ir jāziņo. Nedrīkst baidīties. Jā, ir atsevišķi gadījumi, kur pašvaldības rēģē lēnāk, valsts institūcijas rēģē lēnāk, bet kopumā virziens, ka mēs valstiski gribam izskaust vardarbību. Bet šeit ir liels lūgums katram iedzīvotājam, kurš cieš no vardarbības, ja vardarbības upurim, nebaidīties, jo ar katru tādu ziņojumu valsts policija, pašvaldības sociālajiem dienestam, mēs dodam tādu labu piemēru un iedrošinājumu, jo tiešām valsts šobrīd dara visu, lai izskaustu vardarbību, bet mums pašiem jāsāk рēģēt. Что касается законов, то, отмечает новый омбудсмен латвийского государства, здесь все в порядке. Проблема заключается в нас самих, в жителях Латвии. Если есть насилие, в том числе и в семье, об этом нужно говорить и нужно выносить этот ссор из избы, чтобы решить проблему по сути, тем более, как отмечает наша утренняя гостья, государство сейчас делает все возможное, чтобы решить эту проблему, но и сам человек должен помочь государству, чтобы через какое-то время об этом говорили в прошедшем времени. В самом начале разговора я еще цитировал вас, приводя слова о соблюдении прав человека в дигитальной цифровой среде. Какую главную проблему вы здесь видите? Šeit, ja es drīkstu, uzreiz izmantošu iespēju un vērsīšos pie vecākiem, arī jauniešiem, bērniem, kas klausās šo raidījumu, lūdzu paturiet prātā, ka digitālajā vidē nevalda visatļautība. Nedrīkst darīt visu, nedrīkst pazemot, nedrīkst dalīties ar aizliegto informāciju, piemēram, kara slavinošu informāciju, tad pazemot, man šeit es jau teicu, jo arī digitālajā vidē tiek regulēts un cilvēki tiek saukti pie atbildības. Tātad, ja ir aizliegums kaut ko darīt reālajā vidē, uz ielas, viestādē, nezinu, tad tāds pats aizliegums arī ir digitālajā vidē, un par to tiek piemēroti reāli sodi. Но в том случае, если те же самые родители обратятся в соответствующую структуру и не будут молчать, как вот в случае с домашним насилием, о котором мы только что с вами говорили в этой студии. Jā, precīzi, un patiesībā arī mūsu policija proaktīvi strādā, un ja šodien kāds jaunietis izdomā šērot, jeb dalīties Facebookā ar kādu, teiksim tā, kara simbolu, tad policija varētu diezgan ātri operatīvi izķert šo rīcību, un tad nebūs pārsteigums, ka jaunietis vai arī vecāki saņems administratīvo sodu, ja, tad 70 eiro un uz augšu. Līdz ar to esam ļoti uzmanīgi piesardzīgi. Un vēl par digitālo, man ļoti negribās, lai mēs piedzīvojam šo te digitālo atstumtību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šobrīd cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas nav tik aktīvi savu veselības stāvokļa dēļ digitālajā vidē, viņi nesaņem to informāciju, ko saņem visi pārējie. Tad viņi ir atslēgti no informatīvās telpas. Ļoti jāuzrauga šis jautājums, jāpievērš liela uzmanība. Tas pats attiecās uz izglītību. Ir izglītības iestādes, augstskolas, kas ir digitāli attīstītākas,
Ko tas nozīmē? Tas potenciāli varētu nozīmēt, ka viena studentu, jeb skolēnu daļa saņems daudz lielākas iespējas un būs konkurentspējīgāki nekā cita daļa. Es runāju par valsts, protams, finansētajām, jo privātais sektors ir kaut kas cits, bet tad, un arī citi aspekты. Šī диgitāla отстумтība, manā ieskatā, ir arī svarīgs момент. Итак, как вы только что слышали, это очень объемный, большой и комплексный вопрос от непосредственной безопасности, в том числе детей, от вседозволенности, которая не должна там царить, и это уже на совести родителей, которые тоже должны обращать внимание, чем там любимое чадо занимается в смартфоне или в компьютере. Но это еще и вопрос недопущения цифровой отчужденности, чтобы, например, те же самые услуги, которых становится все больше в государстве, были доступны для всем, в том числе и для пожилых людей, для инвалидов, людей с особыми потребностями. Но это еще и вопрос в плоскости образования. Я смотрю на часы, увы, мы не сможем обмануть законы физики. У меня остается время для последнего вопроса. Я все же задам его. Я уже цитировал те напутствия, которые звучали во время вашего утверждения в парламенте. Но также во время этой дискуссии со стороны представителей оппозиции прозвучало, что вы, цитата, не смогли ответить на их вопрос, будут ли защищены права всех людей, цитата, независимо от национальности языка, на котором они говорят. Госпожа Палкова, скажите, что вы тогда сказали политикам, что их не устроило? Grūti teikt, jo mana atbilde bija tāda, ka katra cilvēka tiesības ir jāaizsargā, un tiesībsargs, kā birojas tiesībsargs, kā persona, nedrīkst diskriminēt cilvēkus. Cilvēku tiesības netiek iedalītas, netiek diskriminētas kopumā. Līdz ar to, protams, katra cilvēka tiesības ir jāaizsargā. Man grūti teikt, kas tieši nepatika manā atbildē, kas netika sadzirdēts, bet nekādā veidā nedomāju, ka mēs varam atstāt novārtā kāda cilvēktiesību, ja pamatvērtību aizsardzību. Несмотря на то, на каком языке он говорит, наверное, это тоже тот вопрос, который вам задавали, уточняли, да, представители фракции? Jā, precīzi, bet man kā tiesībsargam nav nozīmes, kurā valodā runā cilvēks, ja viņa tiesības vai nu augstskolā, vai nu veselības aprūpes sektorā, vai nu vardarbības gadījumos tiesības tiek aizskartas. Мне, как омбудсмену, все равно, на каком языке говорит человек. Самое главное, что права каждого человека, они должны быть защищены. Вы в Сейме во время разговоров с политиками говорили, что намерены обратить внимание на дискриминацию по языку, когда от молодых людей на рынке труда требуют необоснованные требования, и это вызывает порой сложности у молодого человека, страх, недоверие и проблемы. А если к вам придет человек пожилой и скажет, что, например, мне некомфортно во всех смыслах слова, когда я со своим плохим латышским, буквально нулевым, прихожу в больницу, и со мной там чуть ли не разговаривают. Каким будет ваш ответ этому человеку? Par veselības aprūpi jāsaka, ir daudz vieglāk. Ārsta primārais uzdevums ir glābt cilvēka dzīvību. Un cik no ārstiem es esmu runājusi, viņi to arī darīs. Ja cilvēks nespēs izteikties tā, lai ārsts viņu saprot, likumi ir iestrādāts, ka var atrast kādu, kurš varētu palīdzēt pacientam. Līdz ar to ir jāglāb dzīvības, un tas ir pats svarīgākais. Un jābūt диалогом, vai ne? Ir jābūt dialogam, коммуникации. Я желаю вам этого успешного диалога с обществом, с политиками и с сотрудниками вашего бюро. Это очень важно, чтобы этот механизм работал эффективно и, как вы отметили, что было бы очень важно, доступно не только в Риге, но и в других регионах. Спасибо за этот разговор и претворение в жизнь поставленных приоритетов и задач. Легко не будет. Войны. Paldies jums! Удачи! Утренним гостем Домской площади сегодня была новый омбудсмен Латвийского государства Карина Палкова. Позднее видеоверсию этого разговора смотрите на нашем канале в YouTube Латвийское радио 4. Смотрите, комментируйте. Большое спасибо тем, кто делится. Домская площадь. С добрым утром!